Как мы уже говорили, почти 1000 жизней унесла новая коронавирусная инфекция в Италии только за 27 марта. Это число жертв стало рекордным за сутки по сравнению с другими странами с начала вспышки вируса. Народ Северной Осетии в стране не остался. Накануне во Владикавказе и в Беслане прошла акция поддержки и солидарности жителям Италии. Тему продолжит мой коллега Хетак Плиев. Беслан, улица Зарахохова. 1000 километров разделяет маленький северостинский город и Италию, где от коронавируса погибло колоссальное число людей. Жители Беслана организовали акцию поддержки. Как тогда, в 2004-м, после страшного теракта, итальянцы поддерживали народ Осетии. 200 огоньков в каждом окне многоэтажек. Каждый молится о здоровье итальянцев, которых коронавирус не пощадил. В этих домах живут в основном те, кто пострадал в результате теракта в 2004 году. Они хорошо помнят, как тогда итальянцы помогали им и поддерживали. Мы это не забываем. И то, что они в Италии назвали во Флоренции площадь имени детей, погибших в теракте. В городе, в республике Сан-Марино, они поставили памятник погибшим детям и заложникам. Это для нас тоже очень большой знак. И первыми они организовали помощь. Итальянцы восприняли боль осетинского народа как личную трагедию. Они участвовали в лечении и реабилитации заложников, организовывали их отдых у себя на родине. Вскоре после теракта во многих городах Италии появились мемориалы в память о погибших. И спустя 16 лет, в траурные сентябрьские дни, там зажигаются свечи в знак сострадания. Страна, которая пострадала больше других стран от страшного вируса. И мы, город Беслан и республика, считаем своим долгом сегодня организовать эту акцию, потому что с Италией у нас братские отношения, мы желаем Италии, чтобы она в скором будущем встала на путь выздоровления и восстановления. Италия, мы с тобой. За Италию в Северной Осетии сегодня переживает каждый. Надпись по-английски «Pray for Italia» означает «помолимся за Италию». Помолимся за каждого человека, кого затронул вирус. Что такое потеря и как с ней жить дальше, хорошо знает Сусана Дудиева. Сейчас очень тяжелые времена переживают итальянцы. Мы видим, как им тяжело. Мы видим, что они борются с болезнью. И мы хотим выразить свои слова поддержки всему итальянскому народу за их мужество, с которым они борются. И хотим пожелать им выздоровления, терпения. Хотим сказать слова поддержки. Я думаю, вместе мы преодолеем любую болезнь. По официальным данным, только 27 марта от коронавируса в Италии погибли 969 человек. Это число жертв стало рекордным за сутки по сравнению с другими странами с начала вспышки COVID-19. Общее число жертв, согласно данным итальянского Минздрава, увеличилось до 9 с лишним тысяч человек. Хетак Плиев, Галина Григорян, Сергей Дедикаев, Давид Битиев. Специально для программы «В итоге».